Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрле Кищи. Так, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в республике выше эпидпорога на 82%. Зарегистрировано 198 случаев гриппа, 92 из них приходится на так называемый свиной грипп. С сегодняшнего дня постановлением главного государственного санитарного врача Татарстана в республике введен ряд ограничений. Запрещено посещение больных стационаров, введен обязательный масочный режим для персонала и посетителей всех медицинских организаций республики, в том числе и частных. Детям и взрослых в больницах, приютах и школах с круглосуточным пребыванием должны измерять температуру 2 раза в день. В школах и детсадах будут приостанавливать учебу, если отсутствует по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей. Итак, тема программы «На пике эпидемии». Ставим знак вопроса. И сегодня это выясняем с нашими участниками, которых я с удовольствием представляю. Итак, с нами сегодня Марина Львовна Добровольская, заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам городской поликлиники номер 20 города Казани. Добрый вечер. Владимир Алексеевич Анохин, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского государственного медицинского университета, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям у детей Министерства здравоохранения Республики Татарстан, доктор медицинских наук. Выговорила. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии Казанской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. Рада вас видеть. И с нами сегодня Лилия Рустемовна Юзлибаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. С нами на интернет-связи сегодня Набережные Челны Татьяна Александровна Аглямова, главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения, заместитель главного врача по медицинской части Набережно-Челнинской инфекционной больницы, врач высшей категории. Добрый вечер, рада вас видеть. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, нас можно смотреть прямо сейчас в группе ТНВ ВКонтакте. Начнем с соцопроса, вот не знаю, согласятся эксперты или нет, задали аудитории в соцсетях вопрос: болели ли вы в этом сезоне ОРВИ или гриппом? Да, болел 67% проголосовавших, нет, я сделала прививку 14%, и 20% ничего не берет. Хорошие люди. Такой же вопрос мы задаем нашей телевизионной аудитории, итоги подведем в конце программы. В принципе, вот Роспотребнадзор, да, и инфекционисты, что нам скажут? 67% переболевших уже, это значит, мы пик эпидемии прошли? Лилия Рустемовна. Относительно ситуации, мы уже за последние 2 недели видим рост заболеваемости, только 2 последние недели. Заболеваемость в сравнении с прошлой неделей повысилась на 39%. И, конечно, я не могу сказать, что мы на пике эпидемии. Как правило, эпидемический подъем длится от 8 до 10 недель. Мы пока еще идем на рост 2 недели. Дмитрий Владимирович, а вы как думаете? 67% интернет-аудитории говорит, уже переболел, значит, не страшно, 60%, да? Скорее всего, здесь имели в виду и острые респираторные вирусные инфекции, и коронавирусную инфекцию, поэтому как бы здесь нет какой-то четкой дифференциации, скорее, ну, может быть, какое-то недомогание. Люди написали, что тоже переболели, поэтому как бы здесь трудно с чем-то согласиться. Мы только вступили в подъем. То есть, если ты переболел ОРВИ, у тебя да, еще может быть и ковид, и грипп, и все наоборот, в да? самом начале пути. Мы в самом начале пути. Так, напугали эксперты с самого начала. И так сейчас попробуем вообще различить, когда, чем мы болеем, чем мы можем переболеть, и когда нас ждать эпидемию, как переносят это дети. Просто после ковид-пандемии казалось, что нам уже ничего не страшно, да? То есть, ну, вот очередная волна сезонных заболеваний. Главный санитарный врач России Анна Попова назвала цифру еженедельно заражающихся гриппом и ОРВИ. Еженедельно в России это более 1 200 000 человек. Вернулся свиной грипп, который зачастую в тяжелой форме. Мы сейчас об этом, наверное, в большей степени будем говорить. Он уже выявлен в 82 регионах страны. Итак, когда нам ждать эпидемии, сколько заразившихся, какая динамика, какие инфекции лидируют? Опять, чем мы чаще всего болеем? Опять, наверное, Лилия Рустемовна, с вас начнем. Да. За последнюю неделю зарегистрировано 28 836 случаев ОРВИ и гриппа. Из них, уже вы сказали, эпидпорог превышен на 82%, и в сравнении с неделей на 39% рост заболеваемости. Но из этих мы обследуем не всех больных, но из обследованных выявлено 198 случаев гриппа, чисто уже находок, и 891 случаев других респираторных вирусов. То есть вирус гриппа... 891 разных вирусов? Да, совершенно разных, потому что респираторные вирусы, их более 200. Мы из всех находок только 198 это вирусы гриппа. Но мы отмечаем, за последние недели идет рост находок вирусов гриппа. Это говорит о том, что мы идем, то есть, к эпидемическому подъему.
Если Когда? было, да, вот за ту неделю мы имели из находок положительных 62%, а за позапрошлую неделю было всего 42%. То есть у нас идет рост находок вирусов гриппа. Из этих вирусов гриппа идет уже 92% именно вот, вирус H1, вот подтип штампа, это H1N1, 2009, это свиной грипп идет. В народе мы так... То есть мы сейчас, в принципе, ждем эпидемию чего? Гриппа? Да, мы идем к эпидемии гриппа. Да, конечно. Гриппа. Да. Когда ориентировочно пик? Вот, как я уже сказала, что я думаю, что будет рост заболеваемости. Пока что он пойдет до конца декабря, и, наверное, будет весь январь. Вот мы будем идти период эпидемии, где-то 8-10 недель. Самое такое, так понимаю, последствия новогодних каникул, да? Да, но эта ситуация практически наблюдается ежегодно. Но там не было у нас такого сильного гриппа, о котором сейчас нам тоже Дмитрий Владимирович расскажет, потому что он недавно в интервью заявил, что у нас иммунитет к свиному гриппу ослаб. Да, Почему мы так тяжело сейчас переживаем и беспокоимся, и ограничительные меры уже вводим? Опять-таки, пока по данным лабораторного мониторинга преобладающим является грипп H1N1, вот тот свиной грипп, с которым мы впервые встречались с 2009 года. Опять-таки, на протяжении последних 3 лет заболеваемость гриппом была небольшая, но она все равно регистрировалась. И поэтому сейчас фактически у большинства населения иммунитет к гриппу отсутствует, либо он более выражен в меньшей степени. Поэтому это одна из причин, то, что мы видим такой явный подъем заболеваемости. Что сейчас тревожит? Значит, Хватает ли коек? Тревожит то, что, во-первых, это начало эпидемического подъема, то есть то, что встречаются тяжелые формы гриппа, и, соответственно, то, что в большей степени ими циркулирует H1N1. Не острые респираторные, другие вирусные инфекции, не там, допустим, грипп Б, который протекает в более легкой форме, а именно такой вариант H1N1, именно свиной грипп. Как справляется 20-я поликлиника? 20-я поликлиника справляется, фильтр у нас открыт постоянно, санитарный пост у нас действует. Увеличили, я не знаю, время работы? Да, конечно. Фильтр то сужается, то расширяется в зависимости от обращаемости. И вот, как уже сказали коллеги, за последние 2 недели, конечно, идет рост и обращений, и вызовов, то есть фильтр опять расширен на всех филиалах, но все-таки пока я, наверное, отмечу рост сезонных ОРВИ. Причем не сказала бы, что пока тяжелые, слава богу, формы, да, это все-таки относительно легкие и, наверное, средней тяжести у тех лиц, у которых есть какие-то хронические заболевания, старше 65 лет, да. То есть, но настороженность, конечно, есть, и коллеги, наверное, меня поддержат, настороженность идет в плане, конечно, первичного осложнения, такого самого часто, это пневмония. Рост пневмонии мы уже наблюдаем. Это после гриппа или после ОРВИ, или после ковида? Нет, про ковид мы сейчас как раз говорим в меньшей степени, да. Все-таки после гриппа. Потому что уже всем известный штамм омикрон, он у нас, скажем так, превратился в тот же сезонный вирус ОРВИ. И поэтому даже кто болеет у нас ковидом, переносит, скажем так, вообще в легкой форме. У них с иммунитетом, видимо, совсем в порядке все. Грипп по нашей поликлинике пока не зарегистрирован, и это нас радует. Но, я говорю, то, что тяжелое... Нам тут предсказали уже, да? Предсказали. Мы, конечно, насторожены, но пока не регистрируем. Хорошо. Татьяна Александровна, что в Челнах? Я бы сказала, что меня ситуация достаточно тревожит, поскольку обращаемость в наш приемный покой увеличилась ровно в 3,5 раза. И мы наблюдаем, что к нам обращается до 250 человек в сутки. Конечно же, происходит очень серьезный отбор больных на госпитализацию. Я должна сказать, что наша больница принимает не только чисто инфекционных больных. Мы также принимаем больных с небольничными пневмониями, обслуживаем наши близлежащие районы, прикрепленные районы. И вот эта обращаемость, она, конечно, нас очень... Татьяна Александровна, грипп, ОРВИ, что у вас? Мы усилили персонал. И, конечно же, гриппозную инфекцию мы нашли. Мы подтвердили 36 случаев на сегодняшний день. И я бы сказала, что грипп имеет особенности. И достаточно тяжелые случаи мы тоже имеем.
на сегодняшний день. Хорошо, спасибо. Хорошо. Владимир Алексеевич, вот больше всего, конечно, родители волнуют здоровье детей. В школах уже есть классы закрытые на карантин, да, пока, по-моему, школ только закрытых нет. Дошколята болеют, и мы так понимаем, что свиным гриппом-то ребенок болеет, в отличие от ковида, гораздо тяжелее, да, конечно, чем взрослый. Что происходит, что у ребенка... Любая эпидемия, да и пандемия, это природное явление, на которое мы действительно серьезно повлиять не можем. И все зависит, конечно, от нас, насколько мы внимательны сами к своему собственному здоровью. Ну и вот за это время мы как-то привыкли к тому, что на фоне коронавирусной инфекции страдают преимущественно люди старшей возрастной группы, люди пожилые, особенно тяжело, а вот дети болеют, в общем, легко. И в общем числе, скажем, больных, которые госпитализируются в инфекционный стационар, детей было очень немного. Ну вот, а то, что сравнительно немного, конечно, заболеваемость была очень высокая, но существенно меньше, чем у взрослых людей. А вот сейчас, скажем, заболеваемость, и дети болели сравнительно не тяжело. В то же время вот сейчас грипп появился, и грипп этот, как известно, тяжелый. Я надеюсь, может быть, те люди, которые пережили эпидемию 2009 года, 2010 года, были там много достаточно тяжелых случаев. Болели молодые люди, болели беременные женщины тяжело. Вот тогда. И, собственно, прошло 13 лет, понимаете, и уже накопился определенный такой пул людей, чувствительных к этому заболеванию, неиммунных к гриппу. Люди старшей возрастной группы, взрослые люди, они когда-то ранее переносили, вакцинировались и так далее. У нас нет, к сожалению, у нас такой практики вакцинировать детей против гриппа, к сожалению, хотя он включен в календарь прививок, и поэтому число детей не вакцинированных существенно больше. Поэтому и дети болеют тяжело этой, в общем, достаточно тяжелой инфекцией самой по себе. Какие тяжелые после рекламы? Послушаем Владимира Алексеевича. Пока прервемся. Итак, мы продолжаем обсуждать, на пике ли мы эпидемии гриппа. Владимир Алексеевич, вот сейчас вы говорили, что тяжело болеют дети. Во-первых, как проявляется грипп у детей? Да? И что тяжелые формы, в какой ситуации ехать в больницу? Классически. Вы знаете, особенность современного вот времени такова, что здесь мы видим не только классический вот этот грипп, о котором уже шла речь, но еще плюс ко всему другие респираторные вирусы, которые относятся традиционно к группе простудных, так называемых, заболеваний. Но тем не менее, они вот сейчас формируют достаточно яркие, а подчас тяжелые формы болезни, с изменением со стороны дыхательных путей, вызывая картину обструкции дыхательных путей, то есть сужение просвета, и картины тяжелого ларингита, крупа, обструктивного бронхита. Ну и пневмонии, конечно. Пневмонии, безусловно, стало больше. Просто еще и по той причине, что мы стали диагностировать ее лучше. Оснащение стало лучше, и более того, мы стали более в этом плане внимательны. У нас симптомы гриппа коронавирусная инфекция. Если говорить о симптомах гриппа, да, конечно, грипп, он классически проявляется высокой температурной реакцией. Сначала высокая температура? Да, конечно. Под 40, и кашель, да, прям под 40, 39 и выше. Кашель нередко с болями за грудиной, сухой такой надсадный кашель, меняется голос, нередко развивается картина ларингита. Ну и на этом фоне могут быть изменения со стороны легких. Причем не обязательно, чтобы этот процесс был всегда такого бактериального характера, который надо было лечить антибиотиками, но и вирусного. Поэтому, может быть, по этой причине нередко мы видим отсутствие эффекта от применяемых антибиотиков. Да. Вот именно такая вещь. Плюс ко всему грипп, особенность вот этого гриппа, калифорнийского свиного, там 2009, о котором уже упомянули, такова, что он в ряде случаев может иметь такую двухволновую бимодальную. То есть вроде хорошо стало и с определенным эпизодом такого нормальной температуры, улучшения состояния с последующим ухудшением к концу первой недели. Заболевание, вот такова его особенность. Этого Хорошо. Вот я не знаю, такой простой вопрос. Вот мы говорим грипп, ОРВИ, да, тут у нас десятки инфекций, сотни, ковид. Есть ли нам смысл сегодня, вот какие симптомы, как отличить, и вообще надо ли отличать, и лечение может быть вообще одно? Дмитрий Владимирович.
Ну, в плане... Давайте, то есть это, во-первых, это все острые респираторные вирусные инфекции. Ну, в принципе, да, общая но группа. в принципе лечения гриппа, ковида и острых респираторных вирусных инфекций, они немножко разные. Причем значительное отличие между ковидом и ОРВИ, так скажем, представителем которым является грипп. По основным клиническим симптомам, то есть уже, как бы Владимир Алексеевич что сказал, то есть это резкое, внезапное начало. То есть больной в большинстве случаев отмечает время начала. То есть вот я, говорит, час назад почувствовал себя плохо. Температура высокая, то есть это 39-39,5. Ну и вот это вот основной признак, на который нужно ориентироваться. ОРВИ здесь немножко течет как бы более постепенно. Появляется там кашель, появляется насморк, только потом температура там 37, 37,5. То есть это вот значительные такие вот отличия. А у ковида в основном он по типу ОРВИ течет. То есть 37 температура, с учетом того, что у нас омикрон. Но и вот кашель бывает, но в редкой степени. Поэтому как бы здесь понятно, что трудно четко определить, что это. То есть это мы можем четко определить с помощью лабораторных методов. Но вот такая вот условная картина для первичной диагностики, она как бы вполне используема. Да, наверное, вот поддержу все, что сказал Дмитрий Владимирович. Но добавлю, что все-таки, конечно, различия есть и в симптоматике при развитии клинической картины, и в лечении, поэтому установлено правило, что все пациенты, обращающиеся с симптомами ОРВИ, они проходят, конечно, тестирование на НКВИ. После этого уже выносится вердикт в ту или иную новую коронавирусную инфекцию в ту или иную степень. Хотя, конечно, пневмонию, что ждем и в том случае может быть, и в другом. И хочу добавить, что вот в этом сезоне уже обратили мы внимание, есть такой клинический синдром, достаточно часто он проявляется, диарея и рвота. Прямо вот у взрослых тоже это проявляется. Это при коронавирус. При коронавирусе. Давайте разберемся. И может быть при H1N1. Да. И при гриппе в том числе это может быть. И, конечно, дети нас в семьях тоже волнуют. И когда мы обслуживаем взрослых на вызовах, мы обращаем внимание и на детей. То есть обязательно принято у нас и внутренним регламентом, что опрос родителей и осмотр детей идет. И если что-то врач, пусть даже у нас взрослая сеть, заподозрил, то передает актив заведующим, и мы дальше связываемся с детской сетью, чтобы не пропустить пневмонию. Хорошо. При каких симптомах госпитализироваться? Я, можно, добавлю, в основном отличие, почему грипп действительно начинается стремительно, это связано с коротким инкубационным периодом гриппа. Инкубационный период гриппа от нескольких часов максимум до 3 дней. То есть походил по торговому центру, да, при других ОРВИ он это уже длится от 5-6, даже может до 2 недель. Большая разница. При каких симптомах в больницу? Здесь, опять-таки, я как бы тоже скажу, что, во-первых, вот критерии, куда ехать, то есть это все-таки необходимо оставить медицинскому работнику. То есть поэтому не надо, значит, буквально хватать ребенка и вот, как говорила Татьяна Александровна, везут в приемное отделение. То есть у нас отмечается перевыполнение, то есть очень много посещений, особенно в приемно-диагностическое отделение. То есть туда везут детей, ну, даже которым, в принципе, госпитализация не показана. А что нужно делать? То есть, во-первых, вызвать врача на дом. Хорошо, врачи не справляются, у врачей завал, в 3,5 раза превышена челна. Марина Львовна сказала, особого завала нету. Поэтому, значит, поликлиники... Челны говорят 3,5 раза. Приемно-диагностическое отделение. То есть это немножко разное. Вот, то есть у нас идет дисбаланс. Вот тут накинулись медики вообще. Вот идет дисбаланс. И не возразишь. То есть поликлиники и детские, и взрослые у нас работают до 8 часов. Все вызова, которые поступают, они обслуживаются. Если вызов поступил без 15,8, то есть вызов будет обслужен. Пусть это будет даже уже 9 час. Когда вызывать? В первый день, второй день, третий день, в случае кажущихся? Второй вариант, значит, это обратиться в поликлинику на фильтр. То есть у тех, у которых родители есть транспорт, то есть фильтры работают, то есть они тоже работают до 8. Вот по критериям диагностики, конечно, Владимир Алексеевич здесь скажет, когда непосредственно нужно вызывать либо скорую помощь, либо обращаться вот в приемно-диагностическое отделение. Я хочу еще добавить, Дмитрий Владимирович, что не завал, но все это опять относительно. Если 2 недели тому назад у нас было вызовов, допустим, 60, под Новый год, а в прошлом году в пик у нас было до 800, сейчас я говорю, что относительно
относительно спокойно, это 350. Ну, это сегодня. Да. Да, Владимир Алексеевич, когда немедленно скорую? Надо обращаться, конечно, за помощью в любом случае, когда заболевает ребенок. Если говорить о ребенке, да, то есть когда мы наблюдаем повышение температуры, конечно, вызов врача в данном случае необходим. То, что касается госпитализации, это, конечно, высокая температура, длительно сохраняющаяся температура, обычно более 3 дней. Это наличие одышки, это наличие рвоты или, там, скажем, той же самой диареи, о которой шел разговор. Это затрудненное дыхание в той или иной мере, шумное дыхание, то, что видно, скажем так, по детям. Ну, вот это, пожалуй, вот тот спектр признаков, по которым есть необходимость, да? Или взрослому самому. И взрослому то же самое, при тех же условиях. Хорошо, да. Смотрите, Анна Попова, да, 13 декабря в интервью заявила, что свиной грипп самый быстро распространяющийся, да, там, тяжело переносимый. Нужно ли прививаться в период эпидемии, достаточно ли лекарств? В общем, она сказала, что все, да, прививаться поздно. Поздно? Значит, понятно, что самый период для вакцинации, он прошел. То есть реально мы должны завершить вакцинацию как минимум за 2-3 недели до подъема заболеваемости. То есть это нужно было в ноябре, да, завершить в начале? По крайней мере, да. Но с учетом того, что заболеваемость пошла, то есть рост идет, значит, мы практически вакцинацию и завершили уже к этому периоду. У нас единственное, что остались часть лиц, которые в силу определенных причин, у них были медосмотры, но они очень хотели вакцинироваться, поэтому мы внесли их в так называемый лист ожидания. То есть именно для этой категории, то есть вакцинация у нас вот до конца недели еще проводится, ну и, наверное, еще дня 2 следующей недели. Ну, не опасно в такой вот подъем опять-таки, значит, заболеваемость будет продолжаться еще довольно-таки долго, поэтому понятно, что в период после вакцинации нужно особо беречься для того, чтобы не заразиться. Дома. Да, поэтому, а так, в принципе, вот мы вакцинацию завершили. В принципе, провалили вакцинацию по гриппу или нет? Нет, мы привили около 2 миллионов человек, это 50% населения. То есть стандартный показатель? Это почти стандартный показатель, но если мы до ковидного периода мы прививали 45% населения, сейчас мы привили 50%, но вот уже последние 2 года мы прививали 60%. Чуть меньше, но в принципе мы неплохо охватили вакцинации. Хорошо, в завершении буквально телезрители говорят, что переболели уже всем, чем можно было, что мы там перечисляли, 77%, еще больше, чем интернет-аудитории. 12 говорят, сделал прививку и не заболел, ну а остальных 9 ничего не берет. Да? Татьяна Александровна, что буквально коротко в завершении, что нужно, чтобы не заболеть и встретить Новый год? Конечно же, сделать прививку. Я считаю, что ее еще можно сделать. Если человек сам себя будет предостерегать от заражения и сделает прививку в этот период, то через 2 недели будет хороший протективный иммунитет, и это в первую очередь обезопасит людей от тяжелых форм заболеваний, конечно же, от смертельных исходов, касаемых тех групп населения, которые являются группами риска. Хорошо, спасибо, Татьяна Александровна. Потому что даже те, кто обращается у нас и отмечают при сборе анамнеза, что они прививались, клиника у них идет совершенно по другому пути и гораздо легче. Что делать, чтобы не заболеть и Новый год встретить с семьей? Ну да, безусловно, понимаете, какая вещь. Действительно, реальный выход из данной ситуации – это привиться. Повлиять на эпидемиологическую ситуацию вот этими прививками мы уже, к сожалению, никак не сможем. Но защититься лично каждому человеку с помощью этой вакцины… Все-таки не поздно. Да, можно идти, вакцина в наличии. Что еще нужно сделать, чтобы не заболеть? Как можно меньше посещать людные места, то есть места скопления людей. Если уж приходится посещать, то носить медицинскую маску. Обязательно обрабатывать руки. Будет введен массовый режим, если ситуация будет ухудшаться? Обязательно. Пока мы уже насчет масочного режима, он введен при посещении в принципе, больницы, вот это обязательно, да? Как мы проходили в пандемии ковид? Мы постараемся не вводить эту меру, но все будет зависеть от того, какая пойдет ситуация. Это уже инстинкт самосохранения у каждого, да? В этой ситуации должен срабатывать. Обрабатывать руки антисептиками. Да, Дмитрий Владимирович, да, буквально коротко еще. Что нужно, чтобы не заболеть? Опять-таки, если есть, успеть провакцинироваться, а далее соблюдать все те средства неспецифической профилактики. Ношение масок, то, что уже говорили. То есть это отчасти витаминопрофилактика. А лимон, чеснок?
Отчасти да. Понятно, что их сравнить с эффективностью вакцины даже как бы близко нельзя. В какой-то мере может быть, в какой-то небольшой мере. Ну и, соответственно, ношение масок, избегать. И еще одно Может быть, коротенькое дополнение. Хотел бы обратить внимание на мытье рук. Это такой хрестоматийный пример. Студентам всегда говорится о том, что можно предупредить распространение или возникновение вот эти внутрибольничной вспышки гриппа только тщательным мытьем рук. Только чаще мойте руки, будете здоровы. Чаще мойте руки. С наступающим Новым годом. Не болейте. Всего доброго. До свидания.